Здравствуйте, дорогие семиклассники! Я, Нина Демьяновна Каминарец, приветствую вас на уроке русского языка. Тема урока – роль междометий в тексте. И сегодня на уроке мы ответим на вопросы. Какова роль междометий в тексте? Что означает слово «эмпатия» и что выражает фразеологизм «мать честная»? Почему так много междометий в разговорной речи? В нашей традиционной рубрике «Слово дня» сегодня слово «эмпатия». Эмпатия – способность входить в чужое эмоциональное состояние, сопереживать. Интеллектуальная идентификация собственных чувств с чувствами и мыслями другого человека. Например, для преодоления всех этих трудностей футбольным лидерам необходима разумная смесь эмпатии и твердости. Мастер эмпатии вызывает преданность к себе готовностью понять. Слово пришло к нам из греческого языка и означает сочувствование. Прочитайте сообщение о междометии, подготовленное вашей ровесницей, выбирая из скобок слова, соответствующие смыслу высказывания. Междометия широко используются в разговорной, художественной и публицистической речи, передавая разнообразные чувства человека и особенности живой речи, богатой эмоциями. Слова-сигналы, как назвал междометия филолог Германович, усиливают выразительность речи, вызывают чувство сопереживания и эмпатии. Предложения с междометиями произносятся с особой интонацией и обычно сопровождаются мимикой и жестами, усиливающими то значение, которое передается междометием. Междометий в русском языке больше, более 340, чем частиц 149, союзов 110 и даже предлогов около 200. И число их увеличивается. К примеру, неологизмами можно назвать междометия заимствования из английского языка. Упс, русское ой, ух, эх, кул, русское здорово, круто, оу, русское здрасте, приехали, бла-бла-бла, ну-ну-ну, вау, шик, блеск и другие. И несмотря на то, что такие заимствования не всегда оправданы, можно с уверенностью сказать, что будут появляться и новые междометия. Ведь язык постоянно пополняется благодаря его носителям, то есть нам. И, конечно, не надо забывать свои родные. Увы, извините, пожалуйста, сделайте милость. И закончу свое сообщение моим любимым междометием. Спасибо за внимание. Аида Рыспаева. В свободное время проведите исследование. Задание. Проанализируйте тексты разных стилей речи на наличие в них междометий. Сделайте вывод о том, права Аида Рыспаева или нет. Ответ аргументируйте, приводя примеры из текстов. А сейчас обратимся к народной речи. Послушаем, как в народной песне звучат междометия. Попробуйте определить их на слух. Я думаю, вы убедитесь в том, что междометия привносят в народную песню особую эмоциональность.
реквизирует. Ла-лай, ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-лай, ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-ла-лай. А какими членами предложения могут быть междометия? Обратимся к нашему учебнику. Обычно междометия не являются членами предложения и выделяются запятой или восклицательным знаком. Ах, какое прекрасное утро! Боже, как здесь темно и сыро! Но иногда могут их замещать. Где-то вдали послышалось протяжное «ох». Междометие «ох» является подлежащим. Если междометие «о» стоит перед обращением, запятая не ставится. «О, зачем я не птица?» «Не прав твой, о небо, святой приговор!» Применим наши знания. Расставим в предложениях с междометиями знаки препинания. Пунктуационная минутка. Ах, яблочко цвета милого. Увы, невеста молодая своей печали не верна. Эх, песня, песня, есть ли что на свете чудесней? Жизнь, увы, не вечный дар. Тсс! Егор Ильич спит. Ой, Петр Иванович, наступили на ногу. Ах, как красиво кругом. Ура! Мы победили! Увы, каникулы кончились. Ай, как больно. Обратите внимание, друзья, все междометия в данных предложениях выделены или запятой, или восклицательным знаком. Выполните следующее задание. Дополните предложение междометиями. Ага, догнал тебя, постой! Кричит наездник молодой. «Эй, хозяин!» – важно сказал Буратино. «Дайте нам 3 корочки хлеба». Полно плакать. Баю-бай. Поскорее засыпай. Молочком баю, баю, я братишку напою. Очень много междометий в разговорной речи, и это не случайно. Междометие можно назвать самой эмоциональной частью речи. Сегодня в рубрике «Тайны русского языка» фразеологизм междометие «мать честная». Это просторечное экспрессивное восклицание, выражающее удивление, радость, испуг, злость и тому подобные чувства и эмоции. Мать честная, и здорово же он играет. Пошли в сад. Доктор шел впереди всех и говорил восторженно: вот так воздух! Мать честная! Вот так воздух! А прочитаю-ка я вам лингвистическую сказку о стране междометий. Живут себе матушка с батюшкой в почтении друг к другу. И добра у них хватает, и беды они не знают.
Только нет уже того, что было. То, что было, тю-тю, говоря языком далекой страны Междометии. А ведь когда-то, ого, эге-ге, теперь такого нет. И нет уже прежней неразумности. Ах, ой, хи-хи. А также бах, трах, шарах. Где она теперь? Горячая, неразумная, бесшабашная молодость. Молодые мы были, такие молодые, беда. Не потому беда, что молодые. Беда – это такое междометие. В стране междометии и беда не беда. А ты какая была, мать честная? Не потому, что мать прежде была честная, а теперь нечестная. Мать честная – это тоже такое междометие. И жили-то как, мое почтение. Прежнее мое почтение было междометием и выражало, как бы это получше выразиться, фу ты, ну ты, ого-го, ой-ой-ой. Как вспомнишь, ну прямо-таки нет слов, никаких слов, кроме междометий. Ай да, батюшка, в нашу междометию. Добро. А куда идти-то? Где дорога в страну нашей молодости? Как вы думаете, если пересказать эту сказку от третьего лица, что она потеряет? Попробуем из данной сказки убрать все междометия. Вот такой текст у нас получился. Живут себе матушка с батюшкой в почтении друг к другу. И добра у них хватает, и беды они не знают. Только нет уже того, что было. А ведь когда-то... Теперь такого нет. И нет уже прежней неразумности. Где она теперь? Горячая, неразумная, бесшабашная молодость. Молодые мы были. А ты какая была? И жили-то как? Как вспомнишь, ну прямо-таки нет слов. Никаких слов, кроме междометий. А куда идти-то? Где дорога в страну нашей молодости? Согласитесь, когда ушла эмоциональная окрашенность, сказка потеряла свой яркий самобытный колорит. Посмотрите, сколько в тексте междометий, и каждая – это яркая эмоция. Междометия присутствуют в нашей жизни постоянно. Без них просто невозможно представить яркий, живой разговорный язык. С их помощью мы выражаем отчаяние и радость, восторг и досаду, страх и гнев, возмущение и недоверие, огорчение и удивление. Междометия – это озвученные эмоции, не названные, но всем понятные. Проверьте свои знания о междометии, ответив на вопросы теста. Соотнесите предложения и подходящие им по смыслу междометия. Ах, как хорошо кругом! Чу, колокольчик. Ой, а тут глубоко? Фу, ну и мерзость! Следующий вопрос. В каком предложении используется междометие со значением приказа?
Междометие со значением приказа используется в варианте «в». Цыц! Не издавай ни звука. В каких предложениях междометия выполняют роль других частей речи и являются членами предложения? Междометия являются членами предложения в предложениях. Ты не услышишь от меня «прощай». Мы на ваше презрительное тьфу скажем свое веское «цыц». Передайте своему другу мое большое спасибо. Следующий вопрос. Соедините междометия с их значениями. Увы, мне пора. Сожаление. Алло, алло. Сигнал, призывающий к вниманию. Уф, теперь понятно. Догадка. Ура, каникулы! Восторг! Подведем итоги нашего урока. Сегодня на уроке мы ответили на вопросы. Какова роль междометий в тексте? Что означает слово «эмпатия» и что выражает фразеологизм «мать честная»? Почему так много междометий в разговорной речи? Домашнее задание. Параграф 67, страницы 222-223. Упражнение 2.3 на странице 225. Молодость счастлива тем, что у нее есть будущее. Спасибо, друзья, за внимание. Наш урок завершен. До новых встреч!